Место, называемое Коквитской горой, находится в юго-западной части Республики Коми, в Усть-Вымском районе. Это возвышенность, на которой стоят несколько населенных пунктов. С каждым из них связаны интересные легенды. Как вы уже поняли, Коквитская гора – это не гора в прямом смысле. Так назвали высокий берег реки Вычегда. И если смотреть на нее с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что река делает крюк, огибая возвышенность, на которой раскидано 13 деревень. Первая наша остановка – деревушка Эжолты. Названа она по одноименному озеру, которое находится недалеко от деревни. Эжолты с коми языка можно перевести как озеро с травянистыми берегами. Присела на этот камень я не просто так. Издавна считали, что этот камень обладает целебной силой и особенно лечит женские болезни. Поэтому женщины сюда приходили толпами. Поднимали подол юбки, садились на камень в надежде на исцеление. Целебные свойства главной достопримечательности деревни подтверждают и местные жители. Было, что не могла забеременеть, а потом посидела, потом получилось, что стала мамой. Может быть, и поверила, так захотела, а может быть, на самом деле камушек помог. Бабушка там рядом жила, чуть-чуть до 100 лет не дожила. Дом рядом, может, какая-то аура. Васька, покойничек такой, с моих годков, он тоже. Я говорю, что, Васька, сидишь? А пил, говорит, тело, голова, говорит, болит. Посижу и пройдет, говорит, у меня тут. Сергей Пархачев родился в Эжолты и вырос, можно сказать, на этом камне. По словам Сергея, и сегодня камень притягивает людей с разных уголков республики. Приезжают целыми автобусами. Самая необычная и, может быть, даже немного странная легенда, где фигурирует этот камень, связана с крестителем коми-народа Стефаном Пермским. А именно, легенда гласит, что Стефан приплыл сюда, в Эжолты, на этом самом камне. Ну а странная эта легенда тем, что камень-то находится посередине деревни, а деревня сама располагается на высокой Коквитской горе. Это какой же должен быть потоп, чтобы этот камень водой принесло на гору? Вздыхают скептики. Но видно то, она и сказка, чтобы в ней происходили чудеса. Здравствуйте. Челом. Можно к вам? Да, пожалуйста, в гости всегда, пожалуйста. Прошу вас. Какие у вас красивые ворота. Да, это знак солнца. Нас привлек интересный дом с разными поделками во дворе. Встречает нас хозяин дома Геннадий Марковский. По его словам, это дом с вековой историей, а еще здесь живет сказка. Есть во дворе еще один домик – избушка Бабы-Яги, в коми-варианте Йомы-Бабы. Кстати, имя одной из самых популярных героинь русского фольклора – Бабы-Яги – коми по происхождению. Яг по коми – это лес, а Баба-Яга переводится как «лесная женщина». Парковка. Йома-Баба имеет очень древний род. Самая младшая сестра, так сказать, Баба-Яга. Йома-Баба сам средняя сестра. А на севере Финляндии живет старшая сестра. Сказка? Может быть сказка. Но мы же с вами вошли в мир сказок. Гостевому дому уже больше 100 лет. Какое-то время строение пустовало. Потом его выкупил Геннадий Евгеньевич и основал здесь гостевой дом для туристов, любителей аутентичности. Тут все по-настоящему. В Коми раньше замков не было. Обычно ставили палку. Если вы идете издали, видна палка, значит дома никого нет. И нечего заходить во двор. Поворачиваемся, открываем, входим. Добро пожаловать. За стаканом душистого чая рассказываю о том, какие легенды ходят на Коквитской горе и зачем сюда приезжают люди. А приезжают за тем, чего нет в городе. За стариной и тишиной. По словам хозяина, здесь почти все сохранилось, как 100 лет назад. Большие русские печи с палатями, лавочки, занавески на веревочках. Из современного – посуда, картины и мебель. Вот эта старинная кровать двухспальная, да? Да. Но она очень узкая для двухспальной кровати. А дело в том, что коми ведь, так сказать, небольшие же были. Вот вы с мужем спокойно ляжете здесь. Ну, смотря какой муж. Ну, наверное, да. Наверное, да. Жестковато, мне кажется. Но я попробую. Ну, для спины, наверное, хорошо. Да. Для позвоночника. Матрас приятно шуршит. Наверняка на нем действительно хорошо спится.
Но наше путешествие только началось, и впереди еще много интересного. Здесь импровизированный музей разделочных досок, единственный в Коми. Самая старая та разделочная доска, с которой как бы началась история этого дома, музея. На обратной стороне мы можем увидеть 1913 год. Нашли эту доску в доме случайно. Она осталась от прежних хозяев. Она и положила начало коллекции. Потом стали привозить доски с разных городов и стран. Геннадий Евгеньевич, у вас очень интересно, много историй всяких, но нам надо ехать дальше. Удачной дороги!